Клади миску. Чего? Миску. Растолкуй ты мне, Ванюшка, почему и там, и тут нашу маленькую пушку по России Родина зовут. Кто-то взял. Ну и что? Я тебя не выпущу. Я сказал, без миски не выпущу. Не брал. Вот, то-то и оно, не брал. Ты не брал, другой не брал, а миски, ложки воруют. Приходят в столовую, требуют, не напасешься. В общем, не отдашь, ночевать здесь будешь. Я вор? Посмотри. Посмотри. Ну и что? Я тебя не выпущу. Я сказал, без миски не выпущу. Что ты пристал к фронтовику? Бери, солдат. Давай, шагай. Подавись. Стой. А теперь я тебя не выпущу. Понял? Посидим, передохнем. А заодно и паровоз постоит. А Гитлер за это время до Ашхабада дойдет. А ты под трибунал пойдешь. Да ты не пугай, трепло. А вот ты, бабушка, знаешь, зачем туркменская нефть фронту нужна? Чтоб Гитлера бить. О, Фашистов точно, бить. точно, знаешь. А танкам нужна наша он туркменская осел в нефть. фуражке не знает. Что? Говоришь, осел в фуражке. Я на фронте кровь проливал, а ты пороху не нюхал, паскуда! Окно. Что окно? Ложку, миску украли. Вот. Стой! Пошли. Куда двигаешь, солдат? Кызыл-Арбат, мой дом. Земляки, значит. С Украины сюда мобилизовали. До войны кем был? Машинист я. А, и тут земляки. Товарищи, по вагонам! По вагонам! Отделение направо. По вагонам! Ага. По вагонам. До свидания, сынки! Верблюжья колючка от всего лечит. Купите чай из верблюжьей колючки. Кружка рубль стоит, болеть не будете. Это только мама моя делает, больше никто. Дядя солдат, купи. Купи. А ты меня знаешь? Как? Не знаешь? Я твой папа. Папочка. Все подряд собирали. А это травка лечебная, держи. Это на табак пойдет. Это сорная трава, толку от нее никакого. А это трава ядовитая. Дай корове, так она сразу подохнет. Набрали много, а все мусор.
Ну что же вы так мало принесли? Нету там травы. Она вся высохла. Не плачь, милая, не плачь. Слезами тут не поможет. Чем же я детей кормить буду? Что-нибудь придумаем, успокойся. Пойду к сестре. Может, от ее коровы молока выпрошу немного. Кончай молотком махать! Фронт немц ждет! Тебе открыть семафор! Слезай, кому говорят! Бегом марш на паровоз и езжай! Сам Господь Бог мне сейчас приказать не в состоянии. Цистерна не задраена, а положенных 12 осей прикрытия нет. Искрой из паровоза мы взлетаем, словно ангелочки в воздух. Хватит болтать! Отправляй сейчас же поезд! Теперь порядок. Искры не страшны, ангелочками не станем. Ты железнодорожные войска, мобилизован. Солдат наркомата путей сообщения. Подчиняйся приказу военного коменданта. Спешим! Дай воды! Смотри на него. Еле-еле шевелится. Умываться вздумал. Совести нет. Ты что? Может, еще и бриться станешь? Парикмахера к тебе пригласить с одеколоном «Магнолия». Издевательство, саботаж. Если сей момент не поедешь, под трибунал пойдешь. Кипяточек, да, можно ты Да я ж тебя, гада, сейчас пристрелю, как самого врага народа. Поаккуратнее все, что ли. Извините, комендант. Спасибо за кипяток. Счастливого пути. Совести тебя не пускай его! Без очереди хочешь! Не пускай! Смотри, а то мы тебя выкинем! Хлеба мало осталось, всем не хватит. Забирайте вы там так! Махоня, ну чего ты ждешь? Бери хлеб! Ему не давать, он не стоял! Это я не стоял! Да я в очереди родился и в ней умру! А его не пущу! Дядя машинист! Постойте, мама зовет. Ну что же ты? Сунул бы карточки. Я вон подруге отоварила. Ну ладно. Будем сегодня ужинать. Мой хлеб. А завтра мой. А тебе не надо сегодня в рейс? Давай поженимся. Я серьезно. Если серьезно, то спасибо. Скорей! Осторожно! А Андрей ушел в рейс? Я не знаю, где он. И вечером я его не видела. Ага. У меня муж есть. На фронте? С первых дней. Без вести. А знаешь, может, он отыщется.
Еще скажи, что плохо жду. Скажи, имеешь право, что я с тобой так сразу. А может, я сегодня, первую ночь, когда подушку не грызла, слезами не обливалась. Мне? Нет, ему. Брат твой приезжает, я прочел. Когда поезд? Сейчас. Бежим. Иди оденься, а то еще простудишься. Давай. Всего одна минута. Военные там едут, там. Военный! Высокий! Военный! В вашем вагоне! А кто он вам? Товарищи, Сергей Махонин из госпиталя едет. Он что, фронтовик? Да, фронтовик. Высокий такой. На него похож. Не видели? Его в дороге сняли. Высокий. Умер он. Как умер? Извини, браток, за такую весть. Где сняли? На 145-м разъезде. Сбавляю ход. Пошли. Спасибо. До свидания. Будь здоров. Bize varmak olmaz. Olmaz. Kadimden gelen hep şeyler. Нельзя. Ночью на кладбище. Обычай-то такой. Как же так? Отец, мы с таким трудом сюда добрались. Машинист я, да, машинист. Onda yürümeye varalım. Ben denizin dalartını erteliyirden öteydir. Просим погостить, а утром на кладбище. Нет, товарищ, мне через 3 часа в рейс. В рейс уйду. Русский, я русский, мне можно. Не можно, я русский. Şu sen ağam yatan neri? Здесь похоронили твоего брата. Rabbena atna biddünya haseneten ve kul ahiret haseneten ve qina azaben nar birahmetike ya erhamer rahimin. Bismillah, Allahu Ekber. Аминь. Серега, почему не я вместо тебя? Что же я маме-то скажу? Orası Türkiye oğlum.
bütün insani dürütyenim, yer çörük beryenim. Yine iyiden alyanım yer. Он говорит, русский туркмен, одна земля нас рожает, она нас кормит. К себе назад берет. На фронт не пускают. В тылу держат. Здесь нужен. Ты прости меня, брат. Не мог я быть рядом с тобой. Брат, брат, за что тебя так? Я на фронт хочу. Ваши документы. Вот. Товарищ машинист, сколько раз вам говорить надо? Вы нужны на железной дороге. Таков приказ. Вам понятно? Я понимаю, но мое место на фронте, товарищ полковник. Только там. Не я это решаю, и разговор окончен. Прошу вас, пройдите, пройдите. Внимание! Смирно! С ума сошли, что ли? Что случилось-то? Почему ты, подлая девка, выпустила моих раков? Кто разрешил тебе лазить в мой мешок? Воровка голодранная! Ты спекулянтка. Всю дорогу пристаешь к ней. Кому нужны несчастные твои ползучие раки? Фу! У меня дома 3 ребятишек. Да этих раков везу из Красноводска, чтоб с голоду не помереть. Неужели дети твои эту погонь станут есть? Ну что тут торчать? Пойдем в тамбур, все ближе к выходу. Чтоб я тебя больше не видела. Сейчас смотришь, иди. Что ты его, пацана, шпыняешь? Отойди от вагона. Какое ваше дело? У тебя место отсидит, женщина. Ты почему такая злая? Надо быть доброй. У девки нет ни билета, ни пропуска. Иди, заика. Чего тут пристал? Как ты с фронтовиком разговариваешь? Да ладно, оставь. Много вас таких тут умников. Закрой поддувало. Наши мужья на фронте. А ты? Да ты на свою рожу посмотри. Обожрался тут в тылу. Скажи мне, не бойся. Ты куда едешь? Поезда не будет ни туда, ни сюда. Пойдем ко мне. Татьяна. Мне на станции выходить сейчас. Ну что ты, девочка? Успокойся. Ложись. Я скажу тебе, когда твоя станция. Спи, доченька. Спи. Проснулась, доченька. Иди завтракать будешь. Садись. Ешь.
Куда? Я пойду умоюсь. Иди. Что с тобой? Что? Что случилось? Немцы! Там немцы! Фашисты! Да это пленные. Это что? А? Что с тобой? Ну, что? О, доброе утро, Чирый. Доброе утро. Скажи-ка. Произведение искусства прямо. Захожу к диспетчеру, а он лепешки из ячменной крупы жарит на свечке. Вонь стоит хуже некуда. Я ему маслицу дал, а он мне крупы отсыпал. Держи. Ну что ты за человек, Господи? У вас 7 ртов. Да гостья добавилась. Это вот вам. Бери, бери, себе я отсыпал. Счастливо. Ты давно ела? Когда? Сегодня? Вчера? На. А это тебе. А тебе, мам? А мне? Ешь. Здравствуй. Здравствуй. Ну что ты за человек? Чиры с Татьяной с ног сбились. По всему поселку тебя ищут. Меня мобилизовали. А тебя где-то носят. Подарочек. Чего ты расшумелся? Без сил она совсем. И я тоже. Ночной рейс отгудел. Вместо отоспаться ищи тебя, чертову куклу. Пойди у меня поспи. Отведу домой к Чиры. Пошли. Давай. Пока. Вовка, будь здоров. Туда я не пойду. Это почему Не же? пойду. Ладно. Располагайся. А меня уж извини. Сон с ног валит. Ты куда? Я за тобой бегать должен? Что я Чиры с Татьяной скажу? Вот так будет получше. Иди садись. И не дурь.
Что смеешься? Да так. Ты знаешь, мне так с тобой хорошо, так хорошо, даже плакать хочется. Не думала, что так будет. И вообще ни о чем не думала. Ты девочку отвел к Татьяне? Да, отвел. Слушай, я все хочу спросить, а что в том письме было? Брат умер. Брат? А что ж мне ты не сказал? Или я тебе чужая? Один ты теперь. Сиротинушка. Ну почему? У меня мама под Харьковом. Правда, не знаю, жива ли там у них немцы. Бедненький. Знаешь что? А ты не раздумал? Ты о чем? Ну, что распишемся. Значит, решилась? Угу. Если Андрей не придет, я поведу паровоз. Андрей придет. Обязательно придет. Да? Я же машинист первого класса. Разрешу. Когда медицина разрешит. Андрей, почему так поздно к рейсу приходишь? Где тебя, черт побери, носит? Здорово, Чирый. Почему заставляешь нас всех волноваться? Я женюсь вроде бы. Брось мне голову морочить, Машина и без готова? себя забот хватает. На ком? Что на ком? Почему невесту не показываешь? Эх, Курбанага, забыл, значит, туркменский обычай. Невесту до свадьбы не показывают. Салам алейкум! Впереди! Поздравьте от меня! Свадьба, свадьба! Свадьба! Всех отбой! Свадьба! Куда спешишь? На той, на свадьбу! Андрей женится! Поздравь от меня! Удачи и счастья ему! Ну! Света приготовим, подойдет? Конечно. Его Тетя Лида, идите сюда. сыграть в депо. Это от меня возьмите. Я берегла для сына на свадьбу. А сегодня такой же день. Нате, когда вернется сын, думаю, все будет. Спасибо. Везучая. Да перестаньте вы. У каждой бабы свое счастье. У одной рекой текет, а у других, как из рукомойника, струечкой. Верно. Но почему Зинке повезло? Таким всегда везет. Равит по второму разу. Да, а может быть, у них любовь. Вот что. Послушай, извини меня за любопытство, но хочу все же спросить. Спросите. Так все-таки, кто же невеста-то? Потерпите немного. Скоро увидите ее. Один? Но где же невеста-то? Ну, не трогай. Не надо, не плачь. Надо же такой подарочек. Передумала. Как передумала? Это же не шутка, столько народу. Они ради вас последние крохи принесли. Надо же было раньше думать. Я сейчас. Ты куда? Да чтоб я не уговорила! Ну что, жених, невеста опаздывает, да? Ты чего такой? Ничего.
все-таки, ты не знаешь, когда мы будем кушать? Через 2 минуты, когда поженятся. Ты отстань ты. Отстану. Отстану. А ты пораскинь мозгами. Такой видный парень тебя за себя берет. Машинист. Только девчоночек вокруг. Молодых, красивых. А он тебя с детем берет. Вовке отцом будет. Зин, другого такого счастья в жизни не будет. Ой, отдумайся. От этой войны проклятой мужиков не останется. А ну пошли, Андрей тебя ждет. Ну что, уговорила? А если Вася мой отыщется? Она сама прибежит. Не волнуйся. Свадьбы не будет. Хоть убейте, вот, я с ней здороваться не буду. Ну, безобразие. На всех на нас наплевала. И тут Да, что проверять? он тоже невеста. Невеста. Ну чего стоим, расходимся. Мы пошли. Все равно свадьбы-то не будет. Товарищи, не волнуйтесь. Свадьба будет. Без невесты, что ли? Почему без невесты? Все как надо будет. Женщины! Ну кто за меня согласен? Парень молодец. Не растерялся, позавидуешь, что ли? Кто посмелее? Надя, выходи за меня, замуж. 2 минуты на раздумье. Надюша, верно. Выходи за него. Я понимаю тебя. Поживешь, полюбишь. А? Ты что делаешь? Андрей от горя голову потерял. Старый ты мой. Тазинка ей даже в подметке не годится. Знаешь, почему я на эту свадьбу не пошла? Женщины-туркменки своих мужей 7 лет ждут.
только потом могут выйти за другого. Обычай такой. Наверное, у вас такой же обычай. Конечно. Хорошие обычаи у всех народов одинаковы. Горько! Горько! Да-да. Сейчас, иду. Андрей, Куруну, салам алейкум. Отец, здравствуйте, салам алейкум. Проходите, как доехали. Проходите, сейчас чайку попьем. Отец, садитесь. Очень хорошо, что вы приехали. Я рад. Gelebilmedim. Raviyede. Дежурно. А, дежурил? Да? Флажок. Сигнальным флажком на разъезде. Работал. Ясно. Поэтому на свадьбе нет. Что ж делать? Работа есть работа. Bir de gelinin mi? Yani yollarsın. Gelinin mi? Gelinin. Gelinin mi? Не понимаю, извините. Жена? А, да, жена. Надюша, встань. Поздоровайся с гостем. Что? Джиран? Джиран. А, хорошо, как Джиран. Yine Andreycan. Bir de menden soğuk. At kulak. Красивый. Нам подарок. Спасибо, отец, спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Yine kıydım. Yine bir de sana. Türkmen çayı. Украшенный. Yine bolli. Поблагодари, Надюша. Спасибо. Kutlu olsun. Садитесь, отец, садитесь. Toyun kutlayın dedim. Мороз согреет и ночью укроет. Купите, дешево просит, купите. Сколько хотите? За буханку хлеба отдадим. А если на деньги, сколько? 5000. Купил? Ну вот. Раз вы, дядя, не торговались, так возьмите в придачу дюймовочку. У детей игрушки не отбирают. Какие же мы дети? Нам в субботу по 100 лет будет. О, так вы старички. Ну, если так, кидай в люстру. Купи у меня тыкву. Сапоги, кому сапоги? Слушай, рабочий класс, посмотри, какая шляпа. Гляди, портрет. Прямо лорд Чемберлен. Чемберлен. Ну, сколько дашь? Называй свою цену. Толкуемся? Денег нет, на люстру угроза. Ну, хоть за 30-ку. Сколько? 1000. Деньги. На. За даром отдал. Новая. Стой, проверю. Поезд уходит.
Спешим! Чего? Откуда это? Ого. Не знаю. Вроде никого не было. Чудеса. Шикарно, во! Тетя Гуля! Это ты, Андрей. А я сразу не узнала. Я подумала, будто какой на чай. Большой. Ты того, что ли? Дорогие союзнички прислали помощь по ленд-лизу. Я бы их, лучше бы они второй фронт открыли. Хитрят, чего-то выжидают. Дождутся, и без них фашистов разобьем. Точно. А ну-ка давай станцуем. Так, встали и... Давай, 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 давай! Давай, давай! Это я собственной персоной. Нравится тебе люстра? Нравится? А шляпа как? Похож на акулу капитализма? Да, похож. Нравится. Нравится. Похож. Нравится? И это нравится. Тоже нравится. Все нравится. На свадьбе молчала. После свадьбы молчишь. Так будет и дальше. Что я тебя не волил? Я один во всем виноват. Я один, да? Давал 2 минуты на раздумье. Давал. Могла и дольше подумать. А сейчас на, руби! На, руби! Руби! Тошно тебе со мной. Я уйду. Совсем. Ты молчишь. А мне криком кричать хочется. Подарочек! Что это они? Началась нормальная семейная жизнь. Спасибо, отец! Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ой. Благодарю вас. Дяденька, у вас на спине фашистский знак. Что? Я сотру. Мальчишки. Возьмите. Немцам дразнят, и вот. Ну какой же вы немец? Дело, видите ли, в том, что жена моя преподает немецкий язык в железнодорожной школе. Ребятишки ее за глаза дразнят немкой, а меня заодно немцем. А с вами мы земляки. Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучший в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой.
А я их под Невскую помню водой. Нетрудно догадаться, кто вы такой. Не волнуйтесь, все с вашей женой будет в порядке. Она расцветет, как Танюша. У Танюши 5, надеюсь, еще будет 2, 7. Счастливое число. А что случилось? Что? Извините, я не успел, кажется, вас оповестить. Да, вы будете счастливым отцом. Поздравляю. Что, вы не знали? Я с работы, у меня руки. Ну, что вы, поздравляю. А мы, кстати, с вашей женой оказались ленинградцами. Оба блокаду пережили. Так что, Надюшенька, приходите к нам в гости. Ну, как поправитесь. Вместе. Простите. Вы приходите с вашей женой. Обязательно приходите, мы будем рады. Прощайте, у меня еще 4 вызова. Я сейчас. А что? Хорошо. Дядя, а вы можете? Что, маленькая? Можете? Что? Вылечить моего папу. Он у нас заикается. Деточка, я постараюсь. Правда? Постараюсь, я постараюсь. Спасибо. Конечно. Доктор, мой муж очень переживает. Рвется на паровоз, но ведь комиссия не пускает. В данном случае гарантии дать нельзя. Слышал, в народе говорят, если напугать, помогает. Попробуйте. Но мало ли что говорят, поручиться не могу. До свидания. Всего доброго. И я же машинист! И могу доказать, что я могу водить машину! А ты и такие, как ты, не допускают! Чего на меня орешь? И я машинист, и я составы водил, и воевал. Я ногу потерял, не со сла свалившись. Его не допускают. А если что случится в пути? Аварийная ситуация. И тебе такому я доверю вести состав. Как ты своему помощнику будешь команды давать? Вот так-то не вы! Рано хороните! Катя, к нам пришли. Здравствуйте. Знакомьтесь, Катюша. Екатерина Антоновна. Очень приятно. А это ее супруг. А Надя, я тебе уже рассказывал. Да, рассказывала. Ее супруг Андрей. Андрей. Ой, извините, я кормила. Проходите. Да. А это наша артистка. Она у нас в кино снимается. Вы В Киевской погладьте. студии в эвакуации здесь. В киносборниках играла. Да, ладно. Необыкновенная умница. Ласточка. Проходите. Покормить хотите? Да не бойтесь, Наденька, она Здесь смирная. артистка живет. Уж видите. Вот, видите, смотрите. Идемте. Пьет. Прошу вас. Проходите, проходите. Умница, умница. Ох, как вкусно, да? Что вы стоите? Садитесь, Наденька, садитесь. За столом мы и поговорим. Садитесь. Это клубный рояль. Спасибо. Тут до войны был клуб железнодорожников. Теперь на нем никто не играет. Идемте. А можно? Поиграть? Прекрасно. Все с удовольствием послушаем. Пожалуйста. Прошу вас.
Здравствуйте, красавица. Господи, гость-то какой. А вы не пугайтесь, мы тут Зиночке платье шьем. Что это вдруг, Андрей Петрович, вы решили к нам заглянуть? Так, повидать захотелось. Кого же, если не секрет? А то ты сама не знаешь. Какую тебе? Ой, какое Откуда мне платье знать, из что я ведьма газета? какая? А кто ж как не ведьма? Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Пошли ко мне, Вовка. Идем. Брось, Андрей. Что это ты? Зачем? Оставь, ни к чему все это. Что такое? Черт. Булавка. Господи, как же долго ты не приходил. Чужая она какая-то. Не нужен ей. Да я и не пара. Что будет дальше? Поэтому пришел. Ну, ты вон как мне обрадовалась. Спасибо тебе. Хороший ты человек, Андрей. Она еще не понимает. Я вот до войны веселая была. А как песни пела. На закате ходит парень возле дома моего. А вот в парке культуры конкурс был. Вальс-бастон танцевали. Первый приз сорвала. Не, второй. И мне подарили пластинку знаменитого Вадима Козина. «Прощай, мой табор, пою в последний раз». К нам? Ага. Неудобно. А может, не открывать? Нет. Открывай. Тетя Зина, вам письмо. Ага. Воинская. Почерк не Васин. Что же, свет-то выключили? В плену. Вась мой был. Нас освободили. Ну. Героически. Ой! Ой, да что же это? Зина.
Зина, успокойся. Отстань! Отстань, я тебе говорю! Вася, Вася, милый, Вася, это все Ну, из-за будет, меня. будет. Это все из-за меня, Вася. Вася, милый, прости, может быть, когда я с тобой была в него в этот день пуля, Васечка. Вася, милый, прости, ой, Господи. Ой, убит. Ой, пошел, я тебе говорю. Вон отсюда, уходи. Крыса-то ты ломаешь! Зина! Настоящие мужики на фронте легли, а ты бабьим горем пользуешься! Пошел вон! Ой, видеть тебя не хочу! Ой! Если еще придешь, голову прижму! Ой, Господи, что же я наделал? Ой, Господи! Ой! Вон отсюда! Вася! Вася, прости ты, Господи! Вася, прости ты! Идем на тигры смело, здорово, Нуры, впереди родных полков, но открыты для обстрела сверху, сзади и с боков. Сверху, сзади и с боков. Ты что, с ума сошла? Надо же, смотри! За 3 месяца в Орсе наконец-то сахар-песок отоварили, а сейчас что от него осталось? Сладкая тряпка! Да черт с ним, с этим сахаром! Ты же заговорил наконец, как все! Что? Ежелька, Байрам-папа разговаривает! Папа, ты не будешь больше заигрывать? Нет. Кружку принесите. Кружку принесите. Детки. Мама, Таня. Ой, родная моя. Тетю Надю не видел? Не видел. Вы Надю мою не видели? Нет. А что случилось, Андрюша? Куда же вы пойдете? Я уже везде был. Катя! В милиции был. Тебе налить? Нет. В горбольнице, звонил в районную. И что же делать? Товарищи, разрешите открыть торжественный митинг, посвященный награждению рабочих и инженерно-технического персонала нашего депо. Слово предоставляется заведующему промышленно-транспортным отделом горкома партии товарищу Саламову Аману Мурадовичу. Товарищи, партия высоко оценивает ваш самоотверженный труд. Тех, кто, находясь в тылу, помогает ковать победу. Каждый третий танк, ведя бой с фашистами, был заправлен нефтью
из Туркменской республики. Медалью за доблестный труд награждается начальник депо Курбан Клычев. Поздравляю. Спасибо. Орденом знак почета награждается машинист Махонин Андрей Петрович. Тебе надо будет выступить, скажешь пару слов. Поздравляю. Спасибо. Товарищи! Смелее, смелее. Товарищи! У меня жена пропала. Маленькая такая, светленькая. Надей зовут. Может, кто-нибудь видел, а? Помогите, товарищ. Махонин! Вот тебе повестка. Срочно в депо. Мы срочно собрали вас здесь, лучших железнодорожников депо. Наши войска переходят в наступление. Враг остановлен, но он упорно сопротивляется. Чтобы обеспечить успех армии, мы должны бесперебойно поставлять нефть. Уверен, что вы с этим справитесь. Ваша задача – обеспечить транспортировку нефти в прифронтовые районы. Ясно, товарищи? Ясно. Товарищи, желаю вам успешно выполнить задание. Здравствуйте, девочки. А мы соскучились. Да, тетя Надя, а знаете, а наш папа снова машинистом стал. Больше не уйдете? Не уйду. Здравствуйте, тетя Надя. Здравствуйте. Ой, а как Андрей уехал? Знаю. Тетя Надя. Закурить не найдется? Тише, разорался. У меня машинист спит. 4-е сутки с паровоза не слазим. Держи. Летит. Кто летит? Куда летит? Самолет летит, похоже, не наш. Фриц.
Петрович, вставай! Вставай! Вставай, тревога! Петрович, фашист, говорят, летит! Вставай, ну! Мостовой горит! На состав перекинется! Садись за управление! Я пойду отцеплю! Следи за моими сигналами! Давай! Толкай! Толкай! Когда шагнул солдат свободы, смертельный